219. Jezu, życie moje, jak mój Pan, во мне Ты живи, царство Твое, во мне живи, Тебе служить хочу, Володару мой, Володар. Jezu, życie moje, jak mój Pan, во мне Ты живи, царство Твое, во мне живи, Тебе служить хочу, Володару мой, Володар. Jezu, życie moje, jak mój Pan, во мне Ты живи, царство Твое, во мне живи, Тебе служить хочу, Володару мой, Володар. Jezu, życie moje, jak mój Pan, во мне Ты живи, царство Твое, во мне живи, Тебе служить хочу, Володару мой, Володар. Jezu, życie moje, jak mój Pan, во мне Ты живи, царство Твое, во мне живи, Тебе служить хочу, Володару мой, Володару мой. U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Хвалите Бога нашего все слуги Ягоные и те, кто боится Его, малые и великие, бо пришло збавление мог и панования Бога нашего и улада помазанника Ягоного. Аллилуйя. Podczas этой святой мши молюсь во всех tych intencjach, jakie były przedkazane Świętому Archanielu Michału, для живых Божьего благословения, здоровья, наверкания, супокою души и тела, а для померлых, для яких доручається Шаманяна Вячеслава, радости життя вечного с увозгрослым Паном. Вітаю на этой святой мши в особливий спосіб ще. Мужчини, які кожен перший второк завжди будуть збиратися і молитися ружанцям, бо в этой молитве от такого моменту розпочне потім такі, може, колись особисті споткання, потом после этих шутки мужские, не там припили, не. Это тоже было бы жарко, это тоже было бы. А и так при якоїсь розважання так само якимись частками нашого життя. Перепросим за все наши грехи, как вам с чистым сердцем скласти эту наисвятейшую охвяту. Пане, Ты посланный оздоровить скрушенных сердцем, смилуйся над нами. Смилуйся над нами. Христе, Ты пришел, прийти судить живых и
помилуй, смилуйся над нами. Смилуйся над нами. Пане, який сидиш праворуч Отца, как заступаться за нас, смилуйся над нами. Смилуйся над нами. Хай смилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Молимся. Боже, празднёхных повстания Христа оградил нас до життя вечного. Дай нам, просим Тебе, моцную веру и певную надежду, как мы не сумновались в исполнении Твоих обетований. Распана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живи, владарь тленности Духа Святого, Бог празднующий веки вечные. Аминь. Читание книги Деяний апостолов. В те дни пришли к Листру юдеи из Антиохии и Иконии, и подбухторовавший народ окринали Павла и вытянули его за ворот, думаючи, что он помер. Але обступили его ручни, и он встал и вошел в город, и на другий день пришел с Барнабом у Дербе. У тем городе обещали Евангелие, и придбали шмат учнів. Після вернулися у Істру, Іконію де Антиохію, умацовуючи душі учнів і заохочуючи їх тривати у віру. Бо нам треба пройти через многі терпіння, як увести в Боже владарство. Рукопоклавши їм у кожному костюлі пресбітерів, у молитві і пості доручили їх Пану, у якого повірили. Пройшовши через Пісідію, прибули у Памфілію, и, обвестивши слово у Перге, сошли у Оттавию, оттуда отплыли в Антиохию, где были дорученные ласцы Божией на справу, якую виконали. Коли пришли туди и собрали костел, рассказали, як шмат Бог учинив з ними, и як він отчинив брамы веры язычникам. И долгий час заставались они разом с учеными. Это Слово Божие. Дякуємо Пану. Щедрый Твое, Пане, обвестят славу Твою. Щедрый Твое, Пане, обвестят славу Твою. Нехай славит Тебя, Пане, все Твое створение, и все святые Твои благословляют Тебе. Нехай поведать про славу Твоего благодарства и могутность Твою обещают. Щедрый Твое, Пане, обвестят славу Твою. Нехай сыны человечьи доверуются про Твою могутность и проверишь славы Твоего владарства. Владарство Твое, владарство усих веков, и панование Твое с поколения в поколение. Щедрый Твое, Пане, обвестят славу Твою. Хвалу Пана буду обещать мои устны, и нехай благословляю всякое тело, и святое имя на веки вечные. Щедрый Твое, Пане, обвестят славу Твою. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Христос повинен был терпеть и воскреснуть мертвых, кабы воссию свою славу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. И с духом твоим. Читание Святого Евангелия по Яна. Хвала Тебе. В той час Jesús сказал своим учням: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Не так, як дає свет, я вам даю. Нехай не тревожится сердце ваше и не боится. Вы чули, что я сказал вам. Отхожу и приду до вас. Коли б вы меня любили, то радовались вы, что я иду до Отца, бо Отец мой больше за меня. И теперь я сказал вам, прежде чем это станется, как вы поверили, коли это отбудется. Уже недолго мне размовлять с вами, бо иде володар этого свету, и он ничего не мая во мне. Але как свет ведал, что я люблю Отца, и что чиню так, як наказал мне Отец. Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Może u początku naszych zустрічей таких вузьких і огульних, в этому Слово Боже chcemy kierować. У Świętym Pisaniu kniги Бытия маем два описы створения свету. Один, который мы вельми часто у себе видим, и его читаем так само у Вигилию Пасхальную, опирается, что Пан Бог створил день первый это и прошел день первый, другие это и минул день другие. И потом мы читаем, и минул пятый день, и в шестый день Пан Бог створяет зверов, все живелы, всякое земные виды, ползунов, поводле их видов, и убачил Бог, что это добро, и сказал: учиним человека на наш образ, як наше подобенство, нехай пануя над рыбами морскими, над птаством небесным, над свойской живелой, над всей землею, над всяким ползуном, что ползая по земли. И створил Бог на свой образ, на образ Божий створил Бог мужчину. Так докладно написано. И только вельми варто припомнить на початок послушания человека и наша миссия. Ненадаремно костелу Вигилию Пасхальную вертается до этого читания, как каждый человек усвідомив, якое его покликання у этом свете, до чего мы покликані. Не только як мужчина, але як і женщина, але як чоловік. Але тут у першій черзі это надається мужчині, бо першим був створений мужчина. Хоч поводле этого образу читання, это першого образу, что Пан Бог створяє в шостий день, написано: створив Бог мужчину и женщину створив Бог. Докладно так написано. Одразу их створили. Нема такого разделения, что кого первого, потом кого другого. Але поскольку читаем мужчину створил Бог, это значит створил его первым. И мужчине дал отказность на то, что как он пановал над рыбами морскими, над птаством небесным, над всей живелой, над всем, что створено. Что в этом Бог продает? Бог продает значение мужчине от того, кто має быть по образу и подобенстве Божьему. А Бог николи не поступает древно. Бог николи не желает человеку зла. Все злое, которое панует на свете, это не Бог створил. Хотя не часто те, кто не верит в Бога, кто не ходит в костел, не ходит в церковь, кто далеко от Христа стоит, обвиновать своего Бога, чему Бог на это дозволил. Чему Бог изнов на это дозволил. Чему Бог відповідає, чому на что Бог дозволил. Бог не дозволяет это. Нет. Это выбор человека. Чему? Бо человек створен на образ и подобенство Божие. И тут варто было бы сказать, что это за образ Божий. Бог денничает у свободе, Бог денничает у любови, до того, что Он створяет.
Гэта для нас першы знак, якой мерай мы павінны себе паставіць у гэтым свеце. Калі мы штосьці робім не ў любові, то мы робім не па-божаму. Калі мы штосьці робім з ненавісці, гэта не з'яўляецца Божай справай. Чаму? Бо кожная справа павінна быць заініцыирована вольнасцю маёю і вольнасцю да любові. Сёння мы ў Евангеліі прачыталі, Евангелие так само напасавала, Иисус Христос гэта што адбылося, гаворыць на апошняй вечеры. На апошняй вечеры яго апошняя мова да вучняў паводле Яна і гаворыць, што мае стацца і як гэта мае адбыцца. І гаворыць, што я прыйшоў выканаць волю Божую. Нават чаму волю Божую? Таму што нема мацнейшага і большага, чым Бог. Ніхтосьці другі мяне прымушае да гэтага, каб я сваё жыццё аддаў. Не. Я яго аддаю з любові да Бога Айца, з любові да гэтай волі, якая мне была падаравана. Гэта азначае для нас прыклад, в які спосаб мы маем выконваць гэтыя цяжкасці, якія на нашыя плечы вельмі часта зваляюцца, дзесьці там раскладаюцца. Дакладна так, з любові і з вольнага сэрца. Не таму, што хтосьці мацнейшы хоча мной кіраваць. Не. Бо калі я гэта так прымаю, то гэтую справу я выконваю не ад себе, я выконваю для я. Але калі хтосьці мне наказвае штосьці выканаць, просіць, то я гэта выконваю як бы сам, таму што нема мацнейшага, чым Бог. Не гэты чалавек мне наказаў, але гэта паводле намеру Божага. Дакладна прыгожы гэты прыклад гэтай сённяшняй Евангеліі, якую Иисус Христос якраз дакладна пасуе, каб паказаць вобраз Бога, які уцелаўляецца ў постаць чалавечнасці. Каб гэтую натуру, нашу звычайную чалавечнасці вынесці па-над ранкінг незвычайнасці. Чалі, каб яна имела не толькі жыццё тутака зямное, а яшчэ жыццё ў вечнасці, бо Иисус Христос нанова нас кліч да гэтага жыцця вечнасці. Нанова хоча, каб мы называліся імянам дзяцей Божых. І таму вельмі варта задумацца над гэтым вобразам і падабенствам Бога майго. Як я гэта ўсё выконваю? Вядома, ёсць розныя цяжкасці і розныя справы, якія прыходзілі былі, ёсць і будуць. Але калі я себе буду пазітыўна настаўляць, і што не толькі, што хтосьці меня прымушае, жонка альбо муж мяне прымушае да чагосьці, не. Але я гэта чыну, таму што да гэтага мяне забавязвае Бог і забавязвае сакрамент, які я злажыў пры алтары, калі я абяцаў вернасць і паслушэнства і вытрываласць у любові аж до конца, да апошніх. В этих некалькіх словах заказаныя усе слова тыя, які Иисус Христос паказвае сваім жыццём і пацвярджае, ідучы праз жыццё. І для гэтага нараджаецца, каб нанова аднавіць гэтае аблічча Божае. Таму варта задумацца над гэтым нашым пакліканнем, бо Бог усё, што стварыў, прыстаў сверху, каб чалавек над гэтым панаваў. І хто мае ўладу большую? Мы над усім маем ўладу Божую, но не большую, чым Бог, конечно. Але мы маем ўладу. Але каб эта ўлада Божая, Бог її не надвикористовує. Мог би за кожний грех, за якоюсь терпіння, за якусь кривду, за якусь нашу помарку нас одразу карати. Але гэтага ён не чыніць. Ён не надвыкарыстоўвае ўлады, яку мае Божую. Ён стварыў кожнага з нас у гэтай вольнасці, у гэтай перспектыве. І жадае, каб гэтая вольнасць у перспектыве была таксама у нашай церкві, каб мы таксама адзін да аднаго у такі спосаб настаўляліся. І шукалі толькі з гэтай стороны гэтага нашага добра. І стварыў Бог чалавека на свой вобраз, якая важная натура наша. Не на вобраз звяра, льва могут патэнчнага, бо ўсе льва баяцца. Не знаю, яшчэ якогосьці слона, слон вялікі, напрыклад, альбо буйвола якогосьці, бо ляціць як сумасшедший. Не, на вобраз свой стваралі. Не параўноўвае евангеліста, прабачце, аўтар кнігі Быцця нас да якогосьці звяра, але параўноўвае да самога Господа. І каб гэты вобраз Господа Пана таксама у нас праяўляўся. Каб мы былі сапраўды створаныя, і мы былі адбіццем гэтым Божым у нашым жыцці. Стараліся яго аднаўляць і шукаць. Бо калі мы гэты вобраз адкрыем, што мы сапраўды будзем прыпамінаць, што мы з'яўляемся стварэннем Божым і створаны на вобраз Пана Бога, тады мы ўжо начнем распачынаць шукаць, дзе месца мужчыны, а дзе месца жанчыны, дзе месца дзіцяці і так далей, дзе месца сабакі, каталіка.
дорогой, как с Бог в сучасным свете, это так само треба поставить на свое место. Там, где яны повинны быть, они собаку кота показывают, что они являются якимись нашими детьми, без яких, коли яны там где-то попадают, не понравится, вздыхают, наша жизнь здесь попадает. Здесь свет сучасный, мы эти варианты. Человек уже хочет сравнять разным житьем, разным со звером, а полиция Бог не поравновывает человека с звером. Ни в какие рамки не дает. Не створил его на подобенство кусочка собаки, кусочки кота, кусочки коровы. Нет, а створил его на свой образ. Это вельми важная вещь, как мы себе припомнили. Наш образ, Бог, без этого далее никуда не будет. Нема шанса что-нибудь изменить в пути. Когда мы припомним, что у нас есть само створение, и что мы этим створением Божьим маем прославлять его. Мы сами являемся в другим месте, скажем, памятаем Давид, где есть, что не сказал я, что вы богами есть. Справді, тому богами ми створені на Бога Божого. Але цими богами, як бути подобенством до Бога, які служить, які трощаться в чоловіку, а не подобенством до Бога, якому ще служить. Ні, ми сьогодні не приходимо, як тут служить Бог. Бо це сам Бог і знову сьогодні почався наш святої мші, дякуючи ласці Божій, сплатить себе вогнями і знову. Тепер у постаті хліба. Не укривали охрани, а не в постаті хліба, а не таку саму охрану. Это они ничего не меняется. Они не хвилили, не отравили, ни одного даже десятка тысячного отсотка процента. Нет. Только она есть такое, как это. Про Иисуса Христа, и доброе нас своим спокоем, снесем до Бога наше супольное молитвы. Молимся за Христовый костел, чтобы он вел всех людей до едности, правде и любови. Тебе просим, выслушай нас. Молимся за святоров, как их заклики и пасторские инициативы принесли добрый и щедрый плен. Тебе просим, выслушай нас. Молимся за семинаристов, как час учебы у семинарии подрихтовал их сердце до верного служения Божьему народу. Тебе просим, выслухай нас. Молимся за молодь, яка стоїть перед вибором життєвої дороги. Керуючися світлом Духа Святого, яна здолела прийняти розумне і правильне рішення. Тебе просим, выслухай нас. Молимся за нас, удельников этой святой мши, как мы завсёды слухали голос Христа и верно тривали у Его любови. Тебе просим, выслухай нас. Молимся про заступництво святого Архангела Михаила во всех тих інтенціях, які ми представляємо доброму і милосердному Пану. Для живых Божьего благословения потребных ласкового навертания здоровья души и тела, а для померных радости життя вечного Отец Отче. Выслухай нас, выслухай Божья молитвы Твоего народа и ученика, выбранные Тобою слуги, плетно виконували свое послание по образу Христа, Пана нашего. Аминь. И радость нам принес, аллилуйя, Йому славе и красе, аллилуйя, на земле святой все, аллилуйя, Божию явил любовь, аллилуйя, дивным величным званием, аллилуйя, смерти ладою воскрешил, аллилуйя, рай небесный нам открыл, аллилуйя. Молитесь, как мою и вашу яхвяну принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай вам Бог примет от рук твоих,
на прославление и хвалу имя Своего, от Отца многокорыстно и всему Костелу Святому. Panie nasz Boże, Panie prosić dary świętujczego Kościoła, jakomu Ty podarował wielką i wielką radość i приведи его до вечного счастья у небе враз Христа Пана нашего. Amen. Pan z Wami И с Духом Твоим Bogu serce. узносим их до Пана. Dziękuję Panu Bogu naszemu. Godna это и справедливо. Заправдивовна это и справедлива, слушна и избавенна, как мы Тебе, Пане, за все и славим, и особливо в этот час больше урочисто обещаем Твою хвалу, коли Христос был охвярован, як наша Пасха. Раз охвяру своего тела на крыжи, и Он завершил охвяру старого заповету, и, отдаючи себе для нашего спавления, сам стал святаром, алтаром и огнем охвярным. Тому откупленное человечество во всем свете радуется у воскресению Христа, а хоры анелов разом с всеми святыми спевают Тебе гимн хвалы, неспынно воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна вершиня, благословенный Твой, кто приходит в имя Пана. Осанна вершиня. Заправды Божа и святый, крылица всякой святости, кому просит Тебе, освяти и одари ростом Духа Твоего, aby они стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Вярите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie podziaku składający, podał swoim uczniom, każuczy: «Wierujcie i pijcie z jego uście, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedzu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita, dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престолования. Wspominający śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękujący, że uczynił nas wolnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Pokorno молим Ciebie, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный во всем свете, удосконаливал в любови и разом с Папом нашим Львом, Biskupom naszym Józefem i усім духовенством. Памятай, так само про братов и сестер наших, какие постуют надеи на воскрешение, и про всех, кто власти Твоей отошел с этого свету, и дозволим уважить святого обличия Твоего. Просим Тебе, zmiłuj над всеми нами, как мы заслужили удел życia wiecznym, w jedności z Najświętейшей Bogorодицей Panной Maryją, ze świętym Józefem, jej obradnika, ze świętymi apostolami, świętym Archaniołem Michałem, Janem Pawłem II, siostrą Faustyną, błogosławionym księdzom Bronisławem Markiewiczem i всеми świętymi, jakie sprawiedliwie podawali się Tobie, как зими мы хвалили и прославляли Тебе,
враз Сына Твоего Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и укрепись, в Его замойчах всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разучения и вечная. Называемся детьми Божьими, тому полной вдячности осмеливаемся казать Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, спал нас от всякого злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы до сюда коронец покою, чекали исполнения счастливой надеи, и приища Збавцы нашего Иисуса Христа. Бог Твое царство и мост и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно за Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Боже, який бережна сяє, раки світу, з'явися над нами, баранку Божий, який бережна сяє, раки світу, з'явися над нами, баранку Божий, який бережна сяє, раки світу, а дари нас супокоєм. Возбирали Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, як окликаний на вечерю Божию. Аминь. Я не верю, как ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
хвалите Бога, яко хвалите Господи, яко меня. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Хвалите Бога, солнце и месяц, хвалите Бога, ясный огонь, хвалите Бога, все небесы, и вы все воды, что под небесами. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Хвалите святое, Бога слово все сотворило, слышно только Божское имя, хвала полная будет на веки. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Свою народу Бог дает силы, и послухняных силу внимания. Он любит близких для Израиля. Хвалите Бога, братья, Аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Молимся. Пане наш Боже, глянь ласка народ Твой, який Ти отнанив сакраментом вечного життя, и впереди Его до хвалебного воскрешения, раз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Хай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Святий Архангеле Михайле, Держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа, покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, снігу пекла шатана и інших злых духов, які нас будуть душною по світі. Амінь. Ой, святейша, Богостия, Святина Твоя истина, Ты Боже, Ты нас порожия, Пане Иисус Христе, приходим в этой первый вторник месяца, как про заступництво святого Архангела Михаила проситься у всех таких интенций, які я вам представляю. Але поскольку триває місяць май, хочемо взивати ту, яка стоїть понад святим Архангелом Михайлом, Марію Королеву Анёлов.
І праз гэтае маёмае набажэнства, праз ва ўсіх тых інтэнцыях, якія былі прадстаўлены падчас сённяшняй святой імшы, памятаем таксама за дзяцей і моладзь, якія у гэтую нядзелю будуць перажываць сваю гадавіну першай святой камуніі. Дадай ім ласкі, каб яны не страцілі гэтую веру, надзею, любоў, якую атрымалі падчас кросту, якая была адноўлена падчас першай святой камуніі. Таксама памятаем пра тых, хто першы раз уже занядоўга прыступіць першы раз да святой споведзі, а таксама першы раз скарыстае з алтара твайго. Адары іх патрэбнымі ласкамі, каб яны трывалі і развівалі сваю веру. Дай сілу і адвагу таксама іх бацькам, каб яны заахвочвалі сваім прыкладам да трываласці пры Христу Пану. Kyrie eleison, Chryste eleison, Chryste paczuj nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojca z nieba roza, zmiłuj się nad nami, Synie Odkupicielskiego Boża, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boża, zmiłuj się nad nami. Świętая Trójca i Boża, zmiłuj się nad nami. Świętaya Maryja, Marysia za nas. Świętaya Bogorodica, Marysia za nas. Świętaya Panna nad Pannami, Marysia za nas. Maci Chrystowa, Marysia za nas. Maci Kościoła, Marysia za nas. Maci miłosierności, Marysia za nas. Maci łaski Bożej, Marysia za nas. Maci nadziei, Marysia za nas. Maci preczystая, Marysia za nas. Maci bezzakonная, Marysia za nas. Maci nienaruszная, Marysia za nas. Maci jawliwa, Marysia za nas. Maci najmilsza, Marysia za nas. Maci najcudowniejsza, Marysia za nas. Maci dobrej rady, Marysia za nas. Maci Zbawiciela, Marysia za nas. Maci Zbawiciela, Marysia za nas. Panna najmądrzejsza, Marysia za nas. Panna chwały godna, Marysia za nas. Panna błogosławiona, Marysia za nas. Panna mogutna, Marysia za nas. Panna łaskawa, Marysia za nas. Panna wierna, Marysia za nas. Ludzka sprawiedliwości, Marysia za nas. Stolica mądrości, Marysia za nas. Przyczyna naszej radości, Marysia za nas. Świętynia Boża, Marysia za nas. Świętynia Chwalebna, Marysia za nas. Świętynia sławna,
беспечная, молися за нас. Бежанина, молися за нас. Бежанцовский собой, молися за нас. За Вавилоне, молися за нас. Ковчег за Вавилу, молися за нас. Брама небесная, молися за нас. Зорка горячая, молися за нас. Оздоровление хворых, молися за нас. Прикула грешных, молися за нас. Алёнка мигрантов, молися за нас. Утешальница засмученных, молися за нас. Усталого христианов, молися за нас. Королева Мадула, молися за нас. Королева Вавилянков, молися за нас. Королева народов, молися за нас. Королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, молися за нас. Королева вероотсталцев, молися за нас. Королева Павлов, молися за нас. Королева всех святых, молися за нас. Королева без греху бесчерновного зачатая, молися за нас. Королева неба святая, молися за нас. Королева ружанца святого, молися за нас. Королева северного, молися за нас. Королева сухотою, молися за нас. Баранку Божий, який береш на собі гріхи світу, даруй нам має, даруй нам має. Баранку Божий, який береш на собі гріхи світу, вислухай нас, Пане, вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на собі гріхи світу, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Радуйся і веселися, Панна Марія, аллилуйя. Молимся. Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тревалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Наисвятейшей Завсёдной Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью, праз Христа Пана нашего. Аминь. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, в наших потребах не погорчай молением нашим, и от усякой злой приходы выбавляй нас завсюду. Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, и заступница наша, Сыном Своим нас признай, Сыну Своему нас нарушай,
Сину своему насадовай. Памятай, у Наисвятейшая Панна Мария, что николи не здарилася, как покинула того, кто до тебе утекая. Тебе на допомогу крича, твоей опеки просить. К этим доверам натхненный до тебе, о Панна над паннами и наша Матерь, имкнуся, до тебе прихожу, перед тобою грешной плачучи стою. О Матерь Слова, не погрожай словами моими, али почуй их ласково и выслухай. Просим доброго и милосердного Бога, а стосовным на дворе, как Пан Бог послал дождь на поля, как не было суши. Святый Боже, святый Боже, святый святый, змилуйся над нами. Святый Боже, святый Боже, святый святый, змилуйся над нами. Святый Боже, святый Боже, святый святый, змилуйся над нами. От пожару голубой и заразы борони нас, Боже, от греховной и беспощадной смерти стережи нас, Боже. Мы грешные Тебе, Бога, просим, выслухай нас, Боже. Таямницу сакрамента Господа нашей руки, традицию старого храма, Божья новый заповедь, что нам розум не помашет, свято веры приносит Богу вечному Троицы, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походит, Отцу вечного святла. Аминь. Молимся. Божа, праз пасхальную таємницю Христа Ти откупил всех людей. Заховай нас праву Твоей милосердности, как мы неспинно згадываючи таємницю нашего збавления, удостоились отримать емлен праз Христа Пана нашего. Аминь.